Сегодня небольшая прогулочка по вечернему городу Мирному. Мы с вами сворачиваем на рудник Интернациональный. Но мы, конечно, туда не поедем. Мы проедем сейчас с вами по улицам Мухтуйская. Кто помнит, есть такие улочки в нашем городе. Это частный сектор полностью. Отапливается он дровами. Вот видите, ребята уже дровишки себе привезли. Сосновые, еловые, различные. Не во всех проулочках я, конечно, смогу проехать. Но вот в большей части, наверное, смогу. Вот здесь такие. Это на горе находится. Верхний поселок уже самая-самая горочка такая. Но проехать здесь можно, конечно, на полноприводном автомобиле. Не знаю, как люди на переднеприводных ездят. Вот сейчас еще немножко, и мы с вами выедем на улицу Лесная. Кто здесь жил, друзья мои, узнаете свои домики. Все, и выехали на улицу Лесная. Опа. И проедемся, конечно же, по Лесной. Порадуем вас видами улицы Лесная. Она действительно лесная, как я уже много-много раз рассказывал. Она находится прямо-таки в лесу. Здесь эта улица теперь асфальтирована, как и улица Интернациональная. Люди здесь теперь ходят по асфальтированной дороге. Ну, никаких тротуаров, конечно, здесь нету. Но зато посмотрите, какие пейзажи здесь красивые. Кругом очень высокие елки. Эти елки с рождения города, то есть они здесь остались еще с тех времен, когда... Лесная 18. Остались они с тех времен, когда только-только зарождался город Мирный. Можно сказать, это историческое такое место. Лесная 30. Буквально один дом, это улица налево и направо. Ну, с левой стороны, с той стороны получается улица Интернациональная, поэтому как бы это более густо заселенная часть города. Все, здесь мы сворачиваем. Дальше туда не поедем, там РЛС, или как это называется, радиолокационная станция. Все, на Интернациональную выезжаем. Туда направо тоже можно было бы проехать. Там еще порядка 10 домов. 69-й дом вот здесь вот. И поехали дальше вниз. Вниз тоже сейчас покатимся потихонечку. Очень много здесь таких вот подснежников. Я называю машины, которые здесь зимуют вот таким образом. Кто-то грузовики, кто-то легковые машины оставляют здесь, и они уходят под снег. «46-й дом». Слева проехали. Я так для ориентира просто говорю на номера домов, чтобы было понятно. Вот здесь церковь какая-то или молельный дом. Не знаю, кто такие. Может быть, адвентисты 7-го дня или еще что-нибудь. А вот смотрите, какое чудо-юдо. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это охотнички, рыбаки. Молодцы. Смотрите, какой вездеход. Да, красавец. 37-й дом проехали. 33-й, 31-й, здесь кто-то что-то не достроил, видимо, гаражик. Кубовая вот с правой стороны, видите? А вот
Домик сгорел. Ух ты, блин, нифига себе. Интернациональная 7, квартира 2, квартира 1 еще уцелели, а 3-4 сгорели. Вот это да, я не видел, это, видимо, в этом году произошло. Так, это у нас Интернациональная улица. Вот номера домов не вижу, елки-палки. Табличек нету. Но зато вот здесь есть табличка, дом номер Интернациональная 1А, квартира 1, 2, 3, 4. На 4 хозяина получается. 4 квартиры двухкомнатные. Так, ну и все, и мы с вами вот сюда выезжаем на улицу. Я уже тоже в этих названиях. Улица Звездная, конечно же, Звездная. Авиалесоохрана вот здесь с левой стороны. Также вот там еще один частный домик. Храм Андрея Первозванного с левой стороны. Там дальше у нас, конечно, кладбище. У него даже у кладбища есть адрес. Звездная 11. Звездная 8А. Здесь, значит, памятник героям Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны. Ну и здесь я не знаю, что. Возможно, приходская или что там. С левой стороны у нас Реквием, частное предприятие или муниципальное предприятие, похоронный дом. Все здесь, как говорится, в одном месте находится. И вот эти двухэтажки. Звездная 6, Звездная 4. Вот здесь когда-то был магазин, а что теперь, я не знаю. Возможно, магазинчик продовольственный и остался. Байкал называется он. Вот здесь тоже какое-то предприятие. Или похоронное, или просто венками торгуют. Опа. И все-таки мы с вами съездим в магазин Светофор. Говорят, он все-таки открылся. И мы с вами сейчас его посетим. Гель для стирки детского белья. Вот такой, по 225 рублей тут есть. Стиральный порошок Бимакс 6 килограммов. А почем он? 449 рублей, 6-килограммовая упаковка. Это что, скраб, пилинг? Но это нам не интересно. Гель для стирки, да? Сорти. 348 рублей. А сколько тут его? 3 килограмма, нифига себе. Вот такой жидкость для мытья посуды 106 рублей. Вот. Сюрприз. Сибирь. 571 рубль за 5 литров. Салфетки влажные, аква детские. 97 рублей. Детские трусики, подгузники 871 рубль за 46 штук. Так, что тут у нас еще есть? Бумажные полотенца. Вот такие вот. А почем они? 126 рублей. Вот такая вот фигня. 126 рублей. Два бумажных полотенца. Так, гречневая каша. Увелка. 110 рублей 60 копеек. Ну, это для варки в пакетиках. По весу получается... Сколько здесь вес? 640 граммов. Вот написано. Ну, в принципе, больше мне тут ничего такого и не надо. Мак приготовка называется. Блин, а где его тут найти-то? А, вот он. Вот такой мак для кулинарии. 31 рубль 20 копеек. Так, рис кубанский для плова. 98 рублей за 800 граммов.
Так, что тут? Белый йогурт. Персик 161 рубль. Творог 9%, 300 рублей за килограмм. Шпикачки традиционные 298 рублей. Сало таежное 282 рубля. Сало. Мясная тема. Тут какие-то непонятности. По 257 рублей. Буженина царская 318. Копченая полутушка 393 рубля. Это икра сказка со вкусом лососевой икры 101 рубль. Фигня какая-то. Сыр 638 рублей. Сыр белебеевский. Вот такой вот. 312 рублей он стоит. Тут дружба 94 рубля. Это не дружба, конечно, а какой-то сыр с ветчиной. Колбаски кабаноси 250 рублей. Кабанос. Ну-ка состав почитаем. Категория Б. Свинина, фарш куриный, шпик свиной, вода питьевая. Крахмал, декстроза. Понятно. Ну и бекон дмитровский 139 рублей. Вот этот я брал. В принципе, он неплохой был. Кофе черная карта Бразилия. 302 рубля. Вес 190 граммов. Ну ничего, так на работе нам приносили маленькую баночку. Не такую здоровую, а маленькую, там 90 грамм. Неплохой кофе. Не скажу, что прям совсем Г. Не, нормально. Варенье. Вишневое. 113 р. Даже окна есть. 9187 рублей. Стеклопакет стоит. Сейчас еще посмотрим, чем печенюхи. Печенье курабье. Курабье 163 рубля. Потом вот такой вот орешки. О, эти сухарики детские. 64 рубля. Да, блин. Чипсы пшеничные 76 рублей. Вот, вообще ничего не весит. Конфеты глав вишня. Ну, в целом, друзья, как бы много товаров различных на любителя. Кому что нравится. Такие как бумажные полотенца, например, то в принципе очень даже полезный товар по довольно-таки приятной цене. Про продукты ничего не могу сказать, я их никогда здесь не покупал, разве что почему-то покупал для себя. Поэтому смотрите, если вам что-то нужно, приезжайте в магазин Светофор, приценитесь, посмотрите. Многие здесь, я знаю, предприниматели даже покупают в этом магазине, потом продают в городе по немножко чуть-чуть так прибавленной цене. Все. Для тех, кто вот писал нам, где люди, где машины. Да вот они вам и люди, и машины. В основном все на машинах передвигаются. Сейчас час пик как раз. Смотрите, сколько машин. Чуть-чуть потеплело. Вернее, даже не чуть-чуть. В районе нуля температура на улице днем. И смотрите, сколько автомобилей. Они просто, блин, какой-то коллапс. Все выехали. Все, кто ходил всю зиму пешком, все взяли свои автомобили, выгнали из гаражей и двинулись кататься по городу. А заканчиваем сегодняшний выпуск мы, наверное, по улице Солдатова. Просто очень-очень давненько мы там не были. Да и всем тем, кто давно уже не был на нашем канале, вот такой небольшой сюжет про улицу Солдатова. Извините, что вечерняя, но в принципе все хорошо видно. Дороги в нашем городе уже почти все растаяли. Осталось только вот местами, там где тень. Солдатов, видите, в тени у нас находится. Вот такие ледяные у нас дороги. Лед
тает потихоньку, скапливается местами, а там, где еще и протечки были канализационные или водяные, то... Смотрите, ресторан Полярный Волк, вот здесь. Далее магазин Катунь продовольственный, по левой стороне, значит, Стрелец. И здесь какой-то пивбар. Напротив Стрельца, пивбар. Как же он называется-то? Арсенал. Так, мы проезжаем дом номер 10 по улице Солдатова. Левая сторона, видите, да, девятиэтажки. Машин на улице Солдатова стало столько много, что просто им всем не хватает места. И очень большая проблема с постановкой автомобилей на ночь, на стоянку. Вот смотрите, вот 8-й дом, возле него вообще все заставлено. Ну, там парочка мест, может быть, каких-то есть еще. И все. Московский магазин возле дома номер 6 по улице Солдатова. Смотрите, закат какой, да? Но не красный, значит, ветра, ни мороза не предвидится. Все уставлено машинами. Конечно, уже, смотрите, уже нету этих зимних мобильных гаражей, Наташа и тому подобное. Там гаражи, уже все люди поубирали их. Днем на улице нулевая температура, завтра обещают температуру до плюс 2 градусов. Вот такое представьте себе. Конец марта, а у нас плюс 2 градуса. Так, мы проехали дом номер 2 по улице Солдатова. Справа гаражи. Еще не видно, снег еще не растаял, их плохо видно даже. Все, выезжаем, это объездная дорога. И пошла улица Амосова. Амосова 98, 100 и с буквами. Последние машины приходят с Зимника. И там еще по трубе тоже, кто знает, да, по нефтегазовой трубе машины тоже у нас занимаются грузоперевозками. Везут последние грузы, необходимые как для компании Алроса, так и для жителей города. То есть продовольственная программа должна быть, в принципе, выполнена полностью, иначе плохо все может закончиться. Потому что месяц возить самолетами, хотя и так будут возить самолетами остро необходимые продукты, это молочные и различные, там, я не знаю, что еще у нас остро необходимо. Я думаю, такие продукты, как сахар, мука, крупы, бакалея, короче, и всякие различные консервы, все должно быть уже завезено. В принципе, я гляжу, машин еще очень много, фур по городу передвигаются, те, которые завозили нам продовольствие. Так, выезжаем мы на улицу 50 лет октября. С правой стороны у нас голубые дома. Раз, два, три, четыре. Сколько их тут, господи? Раз, два, три, четыре, пять, 6 домов. 6. Я почему-то думал всегда, что их всего 4. А нет, их 6 штук. Кто помнит, здесь молодежный центр был. И вот этот самый популярный в то время, в старые 2000-е, начало 2000-х годов, ресторан был. Очень была хорошая там кухня, мы всегда там ужинали. Кстати, по поводу метеостанции, вот только что, вот может увидите, вот здесь, вот где-то вот там, вот он, видите, шарик полетел. Вот там дальше, вот да, там дачи, да, вот это общество огородников Рудник, или Рудник. Вот туда дальше, если поехать, с левой стороны, через 150 метров примерно, будет метеостанция. Но ее так не видно, потому что там сейчас дорога такая не очень хорошая. А летом обязательно съездим и посмотрим. Я, кстати, снимал его как-то на квадрокоптер. И там мы с вами видели. Сверху было видно это здание, откуда запускают метеозонды. Итак, мы продвигаемся по улице 50 лет октября. Справа магазин Экспресс. Верхние этажи, верхний этаж магазина сейчас занимает магазин Спортландия.
Ну, это такой аналог Спортмастера. Кстати, те же самые примерно товары там продаются. Фирма Demix, российского бренда спортивной одежды. Хоть она производится, конечно, в Китае, но есть такой российский бренд Demix. Достаточно бюджетный вариант. Не очень дорогая, в общем, одежда спортивная. И обувь тоже. Немножко что-то потерял он популярность, этот спортивный магазин. Я не знаю, где люди у нас еще покупают спортивную одежду. Одежду для тренировок, для футбола, волейбола, баскетбола, а также плавания. В принципе, неплохой магазин. Спортландия. Можете как бы немножко их прорекламирую. Что они как-то простаивают. Практически там один продавец уже, по-моему, остался. Потому что покупателей вообще нету. Давайте поддержим нашего отечественного предпринимателя. И сходим в магазин и купим себе хотя бы, я не знаю, хотя бы свисток купите себе там. Я, конечно, никого не призываю, но дело ваше. Вот мы выехали, проедем сейчас по улице Амусова. Новые дома по левую сторону, вот видите, все двухэтажки уже старенькие, уже эти кварталы полностью снесены, построены 9 и вот такие трехэтажные дома. Все в одном стиле, архитектура довольно приятная, не режет глаз, как скажем, да, вот с правой стороны то, что здесь старые застройки дома есть. Вот, левая сторона очень даже радует глаз. Здесь вот смотрите, бывший, значит, техникум. И вечерняя школа, вот угловая, вот она. Техникум первый, ой, второй, а первый на углу, вот это вечерняя школа. По-моему, было так. Во всяком случае, вы же мне и писали, мои подписчики, а также гости нашего канала. Видите, вечер уже, да, казалось бы, время достаточно позднее, уже стемнело, а машин в городе не убавляется. Все, кто, говорю еще раз, ходил пешком, теперь все передвигаются на машинах. Кафе Travels. Ну, вроде работает, я честно вам скажу, давненько там не был, но вот внутри вижу, люди сидят. Кухня Кафе Travels меня, в принципе, устраивает, очень неплохо. Также всем рекомендую, если вы там никогда не были, обязательно сходите, покушайте, выпейте кофе, капучино, эспрессо, макачино там или еще что-нибудь такое, очень неплохие закуски. Конечно, он безалкогольный. Но даже в обед у нас в будни работает у них, по-моему, бизнес-ланч. И за 400 рублей, я думаю, там можно пообедать. Я что-то не уверен, что в обычной столовке сейчас можно за 400 рублей покушать. Я уже там тоже давненько не был, предпочитаю кушать дома. Вот такие вот дела. Друзья, на этом все-таки я окончательно закругляю наш выпуск. Всем, кому понравилось или не понравилось, ставьте внизу лайк или дизлайк. Вот так или вот так. Поэтому подписались, если кто еще не подписался. И оставьте внизу обязательно какой-нибудь комментарий. До новых встреч. По скрипту. Вы мне писали, что теперь мне придется регистрировать свой дрон, потому что он весом менее 250 граммов. Так вот, ограничения по максимальной взлетной массе действительно понизили до 150 грамм. Но я не расстраиваюсь. Между прочим, я подал заявку через госуслуги на регистрацию своего дрона. Поэтому через 10 дней мне придет номер, как автомобильный номер, такой же вам приклеим на него и будем летать дальше. До новых, как говорится, полетов.